Сән бәні хүндітін ұхыт, мұнодыр тұрылхи қылыңғын дамжулығымны арвадыхи олзалға, арвадыхи хышел. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 10-я серия программы «Турулхи Хылың». У нас в гостях известные деятели культуры и искусства. На примере их реплик мы учимся выражать свое отношение к бурятскому языку, рассказывать о своих взаимоотношениях с бурятским языком и делимся мыслями о том, как можно сохранить и развивать наш родной язык. Автор программы Байырма Роднаева сегодня беседует с известным продюсером Ольгой Гатаповой. Оля, расскажи, пожалуйста, какая твоя история с бурятским языком? Вообще бурятский язык, конечно, я знаю с детства. Я родилась и выросла в селе Улюн Баргузинского района. Конечно, знаю с детства, потому что все исходит из семьи. Считаю, что у нас в семье, у меня семья большая, много двоюродных братьев, дядь, теть. И, конечно, с детства я знаю прекрасно свой язык. Ну, ты знаешь, очень хорошо говоришь на диалекте, а литературный как тебе давался в школе? Все-таки наш баргузинский диалект, он немножко, намного отличается от литературного. Другая немножко, мне кажется, как будто бы другой язык немного даже. То, что как-то в школе тяжело. Не, потому что мне немножко кажется, что наш баргузинский диалект немножко схож с французским языком, потому что там больше много р, там таких звучаний мягких. И, конечно, пусть мой был к литературному тоже тернист, потому что литературный, хоринский диалект, он достаточно сложный, очень много там красивых эпитетов. У нас больше, конечно, бытовой такой язык, баргузинский диалект. И, конечно, я переехала в Улан-Удэ, получается, в начале 2000-х годов, и сейчас 20-й год, и сейчас, мне кажется, что я уже достаточно хорошо владею литературным языком и некоторыми даже диалектами, потому что где ты родился, ты, конечно, должен свой диалект поддерживать, по крайней мере, его знать. Вообще даже не говоря о том, что ты из деревни или там представляешь какое-то родовое племя, да, ты должен знать свой язык. Если ты бурят, ты должен знать свой язык. Уже какой диалект, какая диалектика или исключительно литературный, там, хоринский диалект, абсолютно для меня это не важно. Нужно знать и нужно, по крайней мере, изъясняться на своем бурятском языке. И я его не делю на разные диалекты. Считаю, что это же только, я как помню, Хасан Намсарай в свое время, да, объявил, что вот хоринский диалект, он будет таким литературным диалектом. Но все равно, если даже немножко отталкиваясь в прошлое, мне кажется, все равно ихирит-булагатский диалект, он такой исконно бурятский диалект. Но это я там разговаривала с умными людьми, они мне, по крайней мере, объяснили, что ихирит-булагатский диалект, он должен быть вообще основой бурятского языка. Ну, то есть для меня такой прям обширной проблемы, что должны дети там в школах, такого нету. По крайней мере, они должны, может, изучать как диалектный свой язык в бытовом у себя в семье, в школах, а уже в взрослой жизни уже сами определиться, также оставаться на диалектном уровне или изучать его более обширно и глубоко. А как ты отвечаешь на вопрос, зачем надо знать бурятский? Я отвечаю, есть прекрасное стихотворение нашего бурятского автора Николая Дамдинова. У него есть стихотворение «Турыл хылың, да, турыл хылың, турыгың да хайро ханыш ябхада мартахы губ». Но мне кажется, если ты представитель такой нации бурятов, да, ты должен знать свой язык. Для меня это вообще настолько должно быть 100% у каждого человека, что если ты бурят, ты должен знать свой язык и свои корни, и традиции и так далее. Хотя бы на поверхностном уровне. И когда я сейчас встречаю очень много молодежи, смотрю какие-нибудь передачи, да, интервью молодых ребят, которые просто не знают языка, для меня это, конечно, тоже, я задаюсь вопросом. Потому что надо, на моем примере, даже я живу в большей степени в Москве последние 5 лет. И я даже встречалась с несколькими ребятами, которые после 30 изучили свой родной бурятский язык. То есть они до 30 лет вообще не говорили.
просто выделили на это время свое и изучили буквально за 1,5 года бурятский язык, и сейчас прекрасно изъясняются на своем родном языке. Это такая идентификация у каждого человека, она проходит, наверное, индивидуально. Ты очень много общаешься с творческими людьми, именитыми людьми, да, представителями бурятского народа. Ты видишь, как их отношение к проблеме бурятского языка? Часто ли вообще в таких вот разговорах поднимается эта тема? Как настроены разные люди на этот вопрос? Вот, что говорят, что отвечают? Ну да, действительно, я работаю со многими деятелями культуры нашего народа. И, конечно, я беру с них огромный пример, потому что они делают огромную работу и через призму своего творчества, конечно, показывают культуру, нашу нацию, наш народ. Кто-то в скульптуре, кто-то в произведениях как картины, живопись, графика, кто-то в песнях, кто-то в кино, и кто-то делает бурятские традиционные ножи. Общаешься с ними, бурят халандер, и когда ты смотришь интервью, и, конечно, ты понимаешь, что они выделяют они делают огромный акцент на том, что нужно знать бурятский язык. Большинство тех людей, с которыми я работаю, они все знают свой бурятский язык. Давай назовем. Дашен Амдаков, Жикжит Байсхаланов. Дашен Байжимаевич прекрасно говорит на бурятском языке. Мы с ним исключительно большинство нашего общения говорим бурят халандер. И Жикжит Байсхаланов, конечно, сын Агинских степей, конечно, тоже прекрасно говорит на бурятском языке. Зарикто Даржиев тоже мы говорим на бурятском языке. Что можешь сказать по политике языковой со стороны правительства, государства, я не знаю, тех органов, которые непосредственно должны отвечать, да, за развитие языка? Тебя устраивает их работа, сегодняшнее положение? Что бы ты хотела видеть, к чему чтобы мы пришли, допустим? Вот какая-то твоя картина, может быть, идеального, я не знаю, идеальной среды? Я читала историю, да, я как помню, что до 1937 года в наше правительство, да, Бурятии, они все говорили на бурятском языке, и все там собрания говорилось на бурятском языке, да. Мне нравится я недавно читала о том, что правительство Уфы переходит, да, на башкирский язык, там они тоже на правительственном уровне приняли решение, что все отчеты там и так далее в высших эшелонах власти у них будут только на родном башкирском языке. Мне это тоже понравилось. Но здесь, мне кажется, нужно проводить огромную глобальную работу именно с детей, прям писать программу. И мне кажется, я опять-таки добавлю, что результат придет через несколько десятилетий, что эти дети должны вырасти и обучить своих же детей, что бурятский язык важен, что это твой родной язык и так далее. Но сейчас мне, в принципе, ситуация в Бурятии нравится, потому что еще даже окунуться буквально в 5 лет назад не было у нас своего радио на бурятском языке, у нас не было телевидения и таких проектов, как АТВ Бурятдар, да, там, или канал там какой-то есть на бурятском языке. И вот эта трансляция, да, у нас сейчас в Инстаграме, в социальных сетях появляются такие аккаунты, которые продвигают бурятский язык. 5 лет назад этого всего, по-моему, было наименьше. Такой, Бурят-Дунен там и как бы БГТРК, и который транслирует только там по районам, и люди, огромное количество городских жителей просто не смотрят, да, этот канал. Но сейчас, конечно, работа ведется, но, конечно, хотелось бы, чтобы от правительства больше таких моментов было. Даже касаемо, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, да, всех же сейчас заставляют носить маски, там беречься, и заставляют, там штрафуют, не садят в общественный транспорт, не пускают в театры, кинотеатры и так далее. И также мы же людей не можем заставить там знать бурятский язык, да, там и штрафовать их направо-налево. И здесь немножко нужно помягче, но как-то людям донести о том, что это нужно. Я работаю в творческих проектах, и я вообще благодарила
очень много раз, даже вот за этот летний период, какое счастье огромное, что я знаю свой бурятский язык. Потому что это мне настолько это помогает. Огромное количество было моментов, где мне бурятский язык действительно помог. Где ты находишься в горах Акинского района, ты общаешься там с конюхами, с кто там вас сопровождает, с местными жителями. Они тебе рассказывают об интересных историях, которые вот на русский язык немножко было бы скудно, да, их перевести. Или ты в Баиндаевском районе, и ты слышишь бабушку, которая поет народную песню, да, там, которые пели ее там, бабушки, она это все пронесла через всю жизнь, и ты понимаешь каждую строчку, которую она поет. Или ты находишься в агинских прекрасных степях, и там тоже общаешься с местным населением. И когда ты знаешь бурятский язык, это настолько тебя сближает. В принципе, ты приезжаешь абсолютно чужой человек на чужую землю делать работу. И знание бурятского языка, вот даже вот приветствие на нашем бурятском языке, это настолько сразу сближает и убирает все какие-то формальности и так далее. То есть знать бурятский язык – это очень круто, я считаю. И в любой профессии я считаю, что это так. Но при этом у нас в интернете, в соцсетях, везде все-таки русский впереди. Ну, то есть мы не можем себе представить, чтобы там каждый день мы записывали сторис, там, Бурядар, допустим, да, посты мы пишем на русском языке. И мне кажется, у каждого из нас есть какой-то барьер внутри, что нас не поймут. Мы там вместо 10 человек нас там поймет, ну, просто там, прочитает там 2, да, и, ну, условно говоря, там, и так далее. Что думаешь по этому поводу? Надо ли прям везде переходить на бурятский, и в том числе и в соцсетях? Ну, я считаю, ну, касаемо социальных сетей, конечно, должен быть у каждого человека, да, выбор. И выбор должен быть достаточно большой. Я считаю, что такие крупные паблики, которые там с огромной аудиторией, те блогеры, которые тоже, у них достаточно большая аудитория, они должны все равно осознанно проводить какие-то вот такие моменты. Даже вот у меня, ну, не так уж много, да, там, подписчиков, так скажем, в Инстаграме, то я стараюсь там в сторисах писать тексты на бурятском языке и тут же их переводить. Но это я не стала сразу это делать. Это мне вот последние полгода, например, я начала это делать и уже получила обратную связь от людей. Мне написали: о, как классно, что ты пишешь на бурятском, и тут же эти текста. Но они не такие уж большие там тексты, но как какие-то строчки из бытового нашего языка я стараюсь это делать. Но это все индивидуально, все от каждого ну, как бы от нас это зависит. Ну, таким образом, объединяя все усилия, мне кажется, мы дойдем до того, что количество людей, которые будут знать бурятский язык, их будет достаточно больше. Ну, как бы мы сделаем все возможное, да, для этого. Чтобы нас было большинство. Да, чтобы нас было большинство. Да. Спасибо большое. Ура! А сейчас давайте посмотрим, как будет звучать на бурятском языке то, о чем рассказывала и говорила Ольга. Как тебе давался литературный язык в школе? Литературный бурят хылы Хоргулида ягат шудылапшығығын бірмағы судылды Ольга Игжи Харюсана. Наш баргузинский диалект схож с французским языком. Маненю так хылын француз хылыте адле. Путь мой был тернист. Литературный язык сложный. Сейчас я достаточно владею литературным языком. Мини харгы хунды вэга. Литературный бурят хылын яхлы хунды. Харин муно би литературный бурят хылы ихы мыдынып. А зачем нужно знать бурятский язык? Юне туло бурят хылы узыхы хырктеп. Если ты бурят, то ты должен знать свой бурятский язык. Хырвые орыго бурят бигжи толога, бурят хылые мыдыхы йоготеш. Каково отношение у людей к проблеме бурятского языка? Бурят хылне бырхышелнутты, асудылнутты, хуне хандасы ямырва. Мне кажется, если ты представитель нации,
то ты должен знать свои корни. Ши бурят бигжо орыго толоха, бурят хылые мытхы йохтеш. Арде тулолык шыбгыжы орыго ханаха, ундыгые мыдыхы йохтеш. Я работаю с деятелями культуры, я беру с них пример. Они через призму своего творчества показывают миру нашу культуру, наш народ. Би олың сойылы ажая булықшытты худылдыгве. Тигет тиденге жишевадыгве. Тидыныр орынго захёхы ажалар бухы дылхые мане сойыл, арыд зонте танил сулна. А сейчас на примере реплик Ольги мы научимся выражениям, содержащим словосочетание турылхылың или турылхихылың. Прежде всего, давайте обратимся к суффиксу «хи». Суффикс «хи» обозначает принадлежность к объекту, субъекту, времени и пространству. Мы как раз сейчас разбираем название нашей программы «Турылхи-хылың». И вот «Турылхи-хылың» как раз наш пример. Например, далее следующие рассмотрим примеры. Бадмыхе, басғынехе, иденехе, хулдыхе, ордыхе, зумтехе, хоенехе. Заметим, когда этот суффикс присоединяется к именам существительным, имя существительное уже стоит в родительном падеже, который тоже обозначает принадлежность. Таким образом, суффикс «хи» придает дополнительное значение принадлежности, то есть выражает признак, дает некую характеристику. Турылхи-хылың произошло от слова «турыл». Турыл – родство, родня, родственники, родной человек, род. Турыл плюс «хи» получается родной. Также в этом же значении может употребляться словосочетание турылхылың без суффикса «хи». Это случай, когда имя существительное в сочетании с другим существительным выступает в роли определения другого. Как, например, модың – дерево, и мы говорим модыңгыр, уже получаем деревянный дом. Шулung – камень, говорим шулунгыр – каменный дом. Хыи – войлок, хыигыр – говорим войлочный дом. А сейчас рассмотрим на примере предложений Ольги. Я знаю бурятский язык с детства. Или я знаю свой родной язык с детства. Би турылхылые багагань мыдыдыгве. Би литературный хылы хэн мыдынып. Второй пример. Если ты бурят, ты должен знать свой родной язык. Мне кажется, если ты представитель нации, то должен знать свои корни. Ши бурятха турылхылые мытхыётеш. Араде тулолык шып гэйха ундыхыё мыдыхыётеш. Следующий пример. Общаясь с ними на родном языке, я понимаю, что они делают огромный акцент, что нужно знать свой родной язык. Тыдынте турылхылындере хорылдыжывэхда, идызон турылхылынде анхарыл хандулны гыжы ылғынып. Следующий очень хороший пример. Какое счастье, что я знаю родной язык. Турылхылые мытхы ямыр жарғыл гэшіп. Огромное количество моментов было в моей жизни, когда мне действительно помогало знание бурятского языка. Турылхылые мыдгымне намды ихы олың ушарнутты туғыла. Знание родного языка сближает людей. Турылхылың хунудые дутыволгадык. Знать родной язык – это круто в любой профессии. Турылхылые мытхы гэші, ямырш емыргы жылды, ехы тоғыты. О, как классно, что ты пишешь на родном языке. Турылхылындеры бышныш, ямыр гойы гэшіп. Объединив усилия, мы дойдем до того, что количество людей, владеющих родным языком, будет больше. Хусыен их дулжы. Бурят, турылхылые мыдыдык хунуде то олың болға хыпте.